С 1 января следующего года в 2 раза уменьшится налоговая ставка для предпринимателей Якутии. Она составит 3% от дохода. Такой возможностью смогут воспользоваться предприниматели, ведущие бизнес по упрощенной системе налогообложения. О том, какие требования предъявляются кандидатам для получения этих льгот, а также о других нововведениях в налоговом законодательстве в материале Саргаланы Захаровой. Бизнес по предоставлению бытовых услуг Юны Левченко существует на рынке Якутска совсем недавно. В штате у нее состоят всего 5 человек. Однако, несмотря на небольшую команду, работы не отбавлять. Но сложное экономическое положение в регионе и в стране в целом дает о себе знать. Сегодня в стране шагает кризис, экономически сложно, тяжело. Поэтому, если оказывают поддержку, мы относимся только положительно. Сейчас Юна Сергеевна ведет бизнес по упрощенной системе налогообложения, который ввели в стране для поддержки малого и среднего бизнеса в сложных экономических условиях. Создание благоприятной налоговой среды для предпринимателей продолжается. И в этом году регионы получили возможность устанавливать пониженные налоговые ставки. Она предусматривает уравнивание интересов предпринимателей, которые работают по упрощенке, объектом налогообложения которых являются доходы. То есть вот сейчас они 6% оплачивают, а возможности будут с 1 января 2016 года оплачивать уже по ставке 3%. Такая возможность, она, конечно, для многих предпринимателей, кроме всего прочего, уменьшит финансовую нагрузку по налогам, да, плюс еще и поможет с точки зрения отчетности. Также в этом году в Якутии приняли закон о налоговых каникулах для начинающих предпринимателей, ведущих документацию по упрощенной и патентной системах налогообложения. Конечно, это рассчитано на микропредприятия, разумеется, да, те, которые имеют ограниченный, не такой большой оборот, разумеется, да, и плюс еще ограничены в количестве работников. Безусловно, льготы требуют выполнения ряда необходимых условий. Например, предприниматель обязан строго соблюдать все сроки налоговых выплат. В противном случае ему грозят внушительные штрафы. Однако начинающие бизнесмены готовы к такому регламенту. И мне кажется, если мы сумеем войти и в строгом соблюдении этих законов, мы сохраняем рабочие места, мы сохраняем свою прибыль, значительное снижение налогов. Конечно, мы приветствуем, очень рады. Закон о налоговых каникулах уже действует на территории республики. А что касается изменений в налоговом кодексе по понижению ставки до 3%, они вступят в силу с 1 января 2016 года. Саргалана Захарова, Дмитрий Сергучев, Иван Семенов, НВК Саха, Якутск.